Участники научно-практического семинара выступили с докладами и дискутировали на тему теоретических и практических аспектов взаимодействия государства и бизнеса, о роли государства в формировании благоприятного инвестиционного климата, правовой базе в этом направлении и ее совершенствовании. По мнению директора Института экономики Заура Шалаша, вопросы взаимодействия государства и бизнеса необходимо подробно исследовать для эффективного развития бизнеса в Абхазии. В последние годы в Республике Абхазия разрабатываются различные концепции, стратегии, программы развития, социально-экономического развития Абхазии. Однако должного внимания в этих программах еще не получило именно нахождение оптимальных путей взаимодействия государства и бизнеса, который сдерживает успешное развитие предпринимательства в Абхазии и также не позволяет эффективному государственному управлению бизнеса в Абхазии. Эффективная государственная политика может формироваться только на основе Тройственного союза при взаимодействии государства, предпринимателей и научного сообщества, отмечалось на встрече. Категорически недопустимы кабинетные решения, принимаемые в сфере экономики, которые не соответствуют текущей экономической ситуации, реальности. А с другой стороны, очень плохо, когда решения принимаются без надлежащей научно-правовой теоретической базы, то есть именно эффективная консолидация взаимных интересов науки, общества и государства позволяет стране двигаться дальше с наибольшей эффективностью. На научно-практическую конференцию были приглашены представители администрации президента. Так, начальник управления экономики администрации главы государства Ахра Аристава отметил важность развития современных тенденций в экономике и подчеркнул, что по этим вопросам уже есть соответствующие поручения президента Рауля Хаджимба, связанные с внедрением цифровых технологий, электронной экономики, развитием цифровых услуг. У нас есть на сегодняшний день продукт, связанный с современными технологиями, это карта и система АПРА. Также у нас есть казначейская система, но в то же время мировая тенденция требует от нас идти вперед. Значит, все, что связано с электронной экономикой, развивать услуги. И здесь, конечно же, взаимодействие вопросов права, внедрение на законодательном уровне, все, что связано с электронным документооборотом, с электронной подписью, в первую очередь направлено это будет и на развитие экономики, и на развитие государства. Институт экономики и права был создан в ноябре 2015 года. Его задачи направлены на выполнение государственных заказов в области научных исследований, социальных и правовых проблем общества, подготовку проектов законодательных и иных правовых актов, регулирующих деятельность в различных сферах жизни. Ирена Джопа, Роберт Ломи, Абхазское телевидение.